Последние 2 судебных заседания были вызваны в суд довольно значительное количество свидетелей. Однако подавляющее большинство по каким-то причинам, по объективным, либо вообще без объяснения причин, не являлись. Сегодня пришел один свидетель, молодой человек, который, собственно, пояснил, что он некоторое время находился на материковой части Украины, и он пояснил, что он находился в организации, которую он назвал батальон Намана Челюнджихана. Однако он пояснил, что там было оружие, что этот батальон готовил смертников для похода на Крым, для совершения массы диверсий. Однако при конкретных вопросах он, собственно, ничего толком сказать не смог. Э, Он, он не смог пояснить, дать утвердительный ответ, боевое это оружие или не боевое. Сам он стоял в каком-то карауле с пластмассовым автоматом, который стреляет пневматическими пульками. Его основными обязанностями были заниматься хозяйственной деятельностью, там, как он назвал, рыть окопы, траншеи, и чем, собственно, занимались и те другие люди, которые там присутствовали. И по версии обвинения, эта организация вот, называлась незаконное вооруженное формирование. Однако, собственно, когда, я еще раз скажу, начал задавать ему конкретные вопросы, знает ли он такую организацию, как Аскер, он сказал нет. И я спросил, может ли это быть Аскером? Ну, в принципе, может быть. Да? М, Каких-то документов, свидетельствующих о том, что он был участником вот незаконного вооруженного формирования с пулеметами, с автоматами, он не представил. Каких-то вещественных доказательств в материалах уголовного дела нет. Просто слова о том, что были автоматы, были пулеметы, были гранаты, были мины. Ну, собственно, просто версия обвинения, которая фактически ничем не подтверждается. мгм.